І зараз давайте долучимо до нашої розмови Олега Старікова. Він є військовим експертом. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Заява Володимира Зеленського щодо одного танку, будівництво його з 2009 року. Тоді поясніть, будь ласка, це вже більш притаманне вам коментувати, які тоді ми бачили танки і цю військову техніку, яку презентували ще за часів попередньої влади? Ну, я насколько понял, один танк, именно который поступил, закупила вооруженные силы. Потому что мы готовили контракт в Таиланд. Поэтому это было, я так понял, потому что они выпускали именно, мало что выпускало именно на Таиланд. Но то, что вооруженные силы у нас не закупали ни оплот, ни БУЛАТ, ни того подобного, да, действительно это так. Потому что, например, вот такие, самые нищие страны, например, Соединенные Штаты Америки, да, Израиль, ФРГ, имеют по одному боевому танку, типа Абрамс, да, Меркава, Леопард. А у нас 4 боевых танка. В основном это Т-64 с модификацией. Будем считать, это один боевой танк. Т-64, Т-80, Т-84. И у нас еще есть Т-72. А Т-72 это выпускает, это Т-64 с модификацией выпускает Харьковский завод, да, Малышева. А Т-72 выпускает Уралвагонзавод. То есть это Пане Олеже, але як правильно розуміти тоді? Ще Петро Порошенко, пам'ятаєте, як він на аеродроми... Я хочу рассказать. Я хочу об этом рассказать. Будь ласка. Так вот, что получается? Получается то, что мы вместо того, чтобы ставить, покупать свое производство, выпуски свои, значит, предыдущая власть решила танки только ремонтировать и чуть-чуть модернизировать. И, в принципе, Т-64, там с определенными буквами, вот это старые танки, которые еще были, осталось с времен бывшего Советского Союза, строев военных округов, второго стратегического эшелона, они, в принципе, модернизировались, двигатели друг друга перебрасывались и выдавались как новые. То есть выдавались как, это не новые, это просто чуть-чуть подставали и все. Т-72 вот эти, это вообще особая история. Помните историю с Гладковским, с Синарчуком, когда они возили запчасти контрабандой с Российской Федерации? Вот это запчасти к этому танку. То есть мы покупали запчасти у нашего, то есть танк, который выпускается Уралвагонзаводом, покупали у них запчасти и выдавали это за великое патриотическое дело. Поэтому все было поставлено с ног на голову, и вместо того, чтобы обновлять свой боевой потенциал, имеется в виду бронетехнику, мы ее просто чуть-чуть подшаманивали, делали более, подкрашивали, а реально повесили, может, радиостанцию новую, там еще что-то, а реально это все старое. Потому что еще хочу сказать другое. Дело в том, что Т-64 это танк прорыва. У него ресурс двигателя только на 400 часов. Это танк прорыва, который в Советском Союзе был разработан, пройти на 400 километров во время ядерного взрыва и прорвать оборону стран НАТО. А значит, через 400 часов у него двигатель, он форсирован, у него двигатель выходит из строя. Надо ставить новый. Поэтому бывшее руководство вооруженных сил и страны, в принципе, не делало все для того, чтобы повышать боеготовность, боеспособность бронетанковой техники. Они, в принципе, осваивали ресурсы и увеличивали количество бронетехники, показывая, что мы создаем большее количество танковых бригад, моторизированных бригад. А реально это все старая боевая техника. Сейчас приведу маленький пример. Пример, что вы поняли. Дело в том, что за эти 5 лет я никак от руководства бывшего Министерства обороны не мог добиться цифры, сколько процентов у нас произошло обновление вооружения. Так вот, по данным разных экспертов, где-то от 5 до 10% всего произошло обновление вооружения в Украине, в вооруженных силах. А в России, страны, которая является агрессором, только в сухопутных войсках, знаете, сколько они перевели на новые виды вооружения? 47%.